Я гляжу на цепи гор в нашем благостном краю и, вбирая их простор, Божью милость познаю. Это стихи Салавата Юлаева, знаменитого башкира, воина, борца за свободу, сподвижника Емельяна Пугачева. В Башкортостане Юлаев самый настоящий национальный герой. В его честь названы город, целый район, улицы, проспекты, учреждения и всем известная хоккейная команда. Памятник Салавату, установленный в самом центре столицы республики в Уфе, считается крупнейшей иконной статуей России. Уникальность монумента в том, что при весе в 40 тонн у него всего 3 опорные точки. Памятник даже украсил герб Башкирии. Салават Юлаев воплощает в себе весь башкирский народ. Он – неотъемлемая часть его истории и современности. Разумеется, башкиры живут днем сегодняшним, живут в 21 веке. Однако не забывают, откуда они родом, из прошлого. Не забывают традиций, заложенных их предками. Bir yaşlar mahrum olsun, bir yaşlar iman olsun, bir yaşlar yine sevgilsin. Ata babalardan kalkın izgi amana, bu kadar kalmaktır bir de hıyana. Bir yaşlar ruh olsun, karavan haray yine sevgilsin. Mengi yaşlar, karavan haray, Başkurtumdun izgi yurtu tuğdalkahı, kim kıyıralha. Найти кушулук. Одна из наших традиций – любовь к музыке. Салават Юлаев, он ведь был воином-поэтом, воином-певцом. И нас он очень вдохновляет. В своем творчестве мы берем традиционные башкирские мелодии, перерабатываем их на современный манер, и получается новая музыка, но на старый лад. И инструменты соединяем – бас-гитару, клавишные, барабаны с традиционными башкирскими. Собственно, поэтому фольклорно-эстрадную группу «Караван-сарай» любит и стар, и млад. Коллектив в Уфе и во всем Башкортостане один из самых популярных. Его творчество оценили уже и за пределами республики. Группа выступала на множестве российских и иностранных фестивалей. Ни современную башкирскую музыку, ни старинную нельзя представить без звуков музыкального инструмента под названием курай. Это вот такая дудочка. Она представляет собой своеобразный символ здешней культуры, и каждый уважающий себя башкир должен уметь играть на этом инструменте и его изготовить. Настоящие мастера этого дела живут в самом центре республики, в селении Саид-Баба, куда мы и прибыли. Здравствуйте. Здравствуйте. Покажите, как делать курай. Ну, это стебель называется растение курай. По-русски реброплотник уральский. И с латински плеерум пермус уралинус. Он нам и понадобится. Да. Стихи. Курай. Ау. Қайда өстің. Кем қырқты. Оста қырқты. Не үшін. Курайда унярға. И отрезали. Это получилось. То есть, это считалочка такая. Считалочка, да. Получается, курай, где ты рос, кто тебе это отрезал, кураис. Для чего? Для игры. И отрезали вот так. Считалочка есть. Потом вот отмеряли. Отмерили, да, и режем. И режем вот. Где у нас? И аккуратно там. То есть надрез просто такой, да? Надрез делаем и ломаем курай. Потом почистим его. Гладенько-гладенько было. Да, гладенько. На что влияет? Это влияет на звук. Там своя аэродинамика. Как в самолетах? Да, как в самолетах. Ну вот, мы почистили. Сейчас можно первый звук извлечь. Вот. А можно я попробую? Первые звуки. Это волшебство какое-то. Нет, для этого... Обман. Как вы это делаете? Это уже своя технология. Это, потому что здесь нету своего муштука или там свистюльки. А вот это все надо делать ртом, без амбразуры, вот языком.
и воздухом. Итак, отверстие делаем. На отверстие. Так, для первого отверстия мы делаем ширину 1 ладонь. Ага. И здесь будем вырезать. Да, вот так получается. Давайте. Вот здесь мы вырезаем первое отверстие. Всего же делается 5 отверстий, каждое на определенном расстоянии. Ошибиться нельзя, испортишь музыкальный инструмент. В итоге на создание дудочки уходит около 15 минут. Здесь могут изготовить любой национальный инструмент. А еще могут устроить концерт прямо посреди белого дня и родного села. Кстати, Сайд-Баба – самое большое поселение, где живут башкиры. И не только в этой республике, на всей планете. Их тут 2500 человек. Bitirlige bakma aldım yere kavasın Kollarımda eğlenceler deyip yürüyen tatlı Bitir 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 bitirle Bitir 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 bitirle Oynap gülüp yırlap yaşav deri kungelle Oynap gülüp yırlap yaşav deri kungelle. Наш народ очень любит петь и плясать. Я выросла в такой атмосфере. В нашей деревне всегда звучали песни, национальные инструменты. Особенно весело бывало по праздникам. Вот ваш приезд для нас праздник, и мы веселимся. А я сам сочиняю и стихи, и музыку. Выступал много. У меня 5 детей, и все музыканты. Все играют и на курае, и на домбре, и на гармошке. У нас не пьющая деревня. Вместо этого мы поем и танцуем. А отношения выяснять тут принято в честном бою, на борцовском ковре. Такие традиции. На ковер приглашаются Фахриддинов Азамат, красный кушак, Юлбарисов Раис, зеленый кушак. Это национальная башкирская борьба куреш. Задача каждого из борцов – оторвать своего противника от земли. А хвататься можно только вот за эти пояса – красный и зеленый. Сомнений нет. Этот народ с историей длительной и впечатляющей. По одной версии, предшественники современных башкир впервые упоминаются в V веке до нашей эры в истории Геродота, по другой в труде Клавдия Птоломея. Это уже II век нашей эры. А первым сделал этнографическое описание башкирского народа посол багдадского халифа в 922 году. Согласно этому описанию, башкиры были воинственными и могущественными. Они почитали множество богов, главным из которых был бог неба. Также обожествляли рыб, птиц, змей, но уже тогда, в то время, начинает распространяться ислам. И по сей день башкирский народ по религиозной принадлежности остается мусульманским. В состав России башкиры вступили во второй половине XVI века. Они заключили с царем Иваном Грозным соглашение, одним из главных условий которого было не притеснять мусульманскую религию. Впрочем, договор соблюдался недолго, и башкирам пришлось не раз вставать на защиту своей свободы, веры и традиций.
Изначально башкиры были скотоводами и вели полукочевой образ жизни. Ну а потом занялись еще и земледелием, стали оседлыми и полюбили принимать гостей. Мы переместились на восток республики, в Абзелиловский район. Он тоже считается истинно башкирским. Добрый день. Мы в гости к вам пришли, Нина. Расима Иней. Ой, я знаю, что надо непременно разуться, да, прежде чем заходить в башкирский дом. Ой, и это вот для любых гостей, даже для самых почетных, надо непременно разуться, это вот дань уважения. Пожалуйста, Так, это что? Это мы где? Мы на летней кухне сейчас. Это и кухня, и спальня. Летом спим здесь, когда жарко. Любим, чтобы подушек было много. Видите? А это вот холодильник, тут запасы храним. Это такой большой? Чтоб корова уместилась. Как хозяйка я тут у вас хожу. Большой дом. Да, большой, иначе не уместимся. Это что здесь? Здесь я сплю. На этих нарах. На них всегда башкиры спали. Ну какая? Но в основном их все уже повыкидывали, а я оставила. Так. Потому что спать на них полезно. Да и привыкла я. Вот так я ложусь, отдыхаю. И спина отдыхает. Очень удобно. Здесь же читаю намаз. 5 раз в день, как и положено. Так, следующая комната. Зал, да? Да, это комната, где мы всей семьей Это собираемся. что? А это мое богатство. Ковры, паласы, одеяло. Все это я сама сделала. Они лежат в определенном порядке. Такая укладка называется каралды. По ней судят хозяйку. А это сундук, в котором было мое приданное. С ним я пришла к своему мужу в дом. Так у нас принято. Так, что еще тут у вас? И это что такое? А здесь на фотографиях история всей нашей семьи. У нас очень большая семья. 42 человека. Вот мы все вместе. У меня 7 детей и 24 внука. А это на тракторе ты кто? Да, это я. Вы? Я с 18 лет в колхозе работала трактористкой. И дед мой трактористом был. Здесь мы молодые совсем. Теперь в башкирских домах сохранились только элементы традиционного уклада. Однако каждый представитель этого народа знает, что его предки жили в юртах, стены и крышу которых покрывали войлоком. Он не только утеплял жилище, но и защищал от палящего солнца, дождя и ветра. Впрочем, войлок делают и сейчас, пусть уже и в декоративных целях. Войлок делают из овечьей шерсти, а стригут овец 2 раза в год, осенью и весной. Так вот, для изготовления войлочных изделий необходима шерсть, сострижена именно осенью, потому что она лучше уплотняется, лучше скатывается. И вот, я так понимаю, сейчас мы все и увидим. Здравствуйте, барышни. Здравствуйте. И это, я так понимаю, уже готовая основа, да? Да. Какая она должна быть? Основа должна быть вот гладкая, смотрите. А толщина какая? Толщина где-то 10-8 сантиметров. Ага. Ну что, можно поучаствовать мне тоже? Давайте. Как? Значит, куда класть? Надо все это прощупать. Где тонкие места, где тонко, туда, да. ну вот сюда, нет? Раскладываем, да. Так, и надо, чтобы равномерненько вот так, да, было? Что дальше? Вот основу мы уже положили, закончили. А сейчас будем валивать узор. То есть рисунок наносить, по-русски говоря. Да, будем наносить узор. Девушки, а можно выложить логотип нашего телепроекта? Конечно, можно. Да? Давайте. Давайте. Какая красота получилась у нас. Даже не представляю, как все это вот так сложилось, но здорово. Что дальше? Дальше мы
все это закрываем капроновой тканью. Почему капроновый? Специально для этого берется капроновая ткань. Если сюда закрыть простую ткань, то она будет схватываться с шерстью. То есть слепится, да? Катать, да. Упаковав будущее войлоко в капроновую ткань, его поливают кипятком. Потом наматывают на огромную скалку и начинают катать. Как видите, это дело непростое. Процесс трудоемкий и напряженный. Одному тут не справиться. Пока я отдыхала, девушки трудились целый час, корпели над ковром нашим прекрасным. И вот что получилось. Готово все? Да. Готово. Посмотрим? Да. Так, потащили. Ну что, получилось, мне кажется, все, да? 1 в 1. Войлочная моя планета. Если настоящий башкирский дом нельзя представить без войлока, то настоящий башкирский стол нельзя представить без кумыса. Это в республике национальный напиток. Умение делать вкусный кумыс издавна ценилось и передавалось от поколения к поколению. Так было во времена Салавата Юлаева, и так есть сейчас. Сначала надо надоить молока. Сначала они волнуются немного, надо успокоить. Вот так. Дойка кобылы отличается от дойки, например, коровы. Кобыл доят часто, по 4-6 раз в день, потому что молоко у них образуется интенсивно. Мы собираем за дойку с одной кобылы от 200 граммов до литра молока. Пока одна хозяйка занимается молоком, другая – бочками. Без них, оказывается, тоже кумыс не сделаешь. Только сначала надо все подготовить. Для этого разводят небольшой костер из бересты. И когда он прогорит, ставят над ним бочку и хорошенько ее задымляют, чтобы продезинфицировать и чтобы будущий кумыс ароматно пах дымком. А вот и молочко. Проходите обязательно. Так, что как? Так, здесь у нас находится прошлогодний кумыс. Так. И будем делать кумыс свежего сезона, нового сезона. То есть он выполняет роль закваски? Да, конечно. Это кисломолочный продукт. Его сюда наливается кобылье молоко свежее, парное молочко, пожалуйста. Льем. Ой, пахнет как. Молочком. Так, так. И нужно взбивать обильно. Часик, да, обязательно. Надо его не просто взмешивать. Палка такая специальная, да? Да, это палка с крестообразным основанием такое. Она специально вот для того, чтобы кумыс. Чтобы его загазировать. Чтобы образовался газ. Нужно не только, нет, не так. Надо, чтобы он, пена образовалась, понимаете? Ой. Обильнее. Обильнее, еще сильнее. Пошустрее. Вот, давай, еще быстрее. Вот так вот. О. Так. И сколько так? Раз 300-400. Ну, не менее часа нужно обязательно взбивать. Ладно. Да. Нужно, чтобы она пена пошла. Ну, вот как-то не так повыше. делаю. Да, нужно немножко повыше поднять. Вот так вот. Чтобы крестик увидеть. Так. И его раз резко. Надо порезче ее. Любит вот так, чтобы ее взбалтывали. И идет обмен кислорода. И молока кумыса. Брожение идет. И чем обильнее ее смешиваешь, тем кумыс вкуснее и гуще. В Башкирии кумыс продают во всех магазинах и кафе, а вдоль дорог обустроены специализированные торговые точки, которые занимаются только продажей этого напитка. Расходится освежающий и бодрящий кумыс на ура. Он здесь мега популярен. А все благодаря своим питательным свойствам, легкой усвояемости и приятному вкусу.
А еще кумыс очень полезен. Он улучшает пищеварение, микрофлору кишечника, повышает аппетит и сопротивляемость организма всяким микробам. В башкирских больницах и лечебницах даже практикуется кумысолечение. Говорят, оно очень эффективное, ну, на меня точно подействовало, есть хочется страшно. Сейчас будем дегустировать национальные башкирские блюда. Ой, вкусно. Вот, угощайтесь. Это традиционная башкирская еда. Вот это, да? Самое наше главное и любимое блюдо – бишбармак. Оно готовится из конины, баранины или говядины. Ставится вот в таких больших чашках на стол в нескольких местах, чтобы гости могли наесться досыта. Что еще тут? Это вот конское мясо. Оно красиво режется. Обязательно, чтобы были кусочки жира. Конское мясо очень полезно. Оно без холестерина. Это конская колбаса козы. А это башкирское блюдо тултырма. Оно из внутренностей, из печени. Здесь очень много всего. Все эти блюда готовили наши предки, и мы их готовим сейчас. После основной трапезы начинается чаепитие. И здесь оно просто невозможно без молока, которое традиционно добавляют в чай, и без меда, который считается главным башкирским десертом. Мед для нас – это предмет гордости. Для нас очень важно иметь в доме настоящий башкирский мед, особенно бортевой. Такой мед нельзя купить в магазине или на базаре. Вам надо попробовать, и вы сами все поймете. Речь идет о бортничестве, старейшей форме пчеловодства, при которой пчелы живут в дуплах деревьев. Собственно, слово «борть» и означает «улей в дупле». Изначально люди просто находили подобные ульи и разоряли их, ну а позже научились сами делать борти в деревьях. В толстой сосне в возрасте 200 лет примерно люди сначала это дерево отбирают, ставят на него тамгу, знак родовой принадлежности, и обрубают вершину, чтобы дерево росло вширь. Лет через 50 или 100, может быть, через 70, приходит потомок этого первого владельца и изготавливает борт. Для этого просто есть народные кустарно изготовленные инструменты, железные, веревки все из ремней и лыка. То есть все на месте можно сделать в любой деревне. Сегодня наши бортевики вот такой борт готовят двое за один день. Но борти бывают разные по качеству, бывают удачные, неудачные, счастливые, несчастливые, поэтому раньше некоторые борти очень ценились, имели собственное название, передавались по наследству, дарились. Сейчас заповедник Шульганташ и национальный парк Башкирии на юге республики – единственные места на планете, где сохранился этот древний промысел. Ну что, пришли мы? Пришли. Где борщ-то? Вот там литок. Ага, так. Что делать будем сейчас? Сетка одеваем. Это чтобы пчелы не кусали? Пчелы не кусали. Так. А что компаньон делает наш? Пчелы там кусаться не будет. То есть надо задымить вот этим дымарем? Обязательно надо страховка. Чтобы пчелы не кусали, надо этим дымарем их обработать. Оп, пойдет. Ох. Ой! Теоретически все понятно, но практически не особенно представляю, как можно все эти манипуляции с дуплами и пчелами на высоте производить. Хотя на самом деле вот эта борть не на самом высоком уровне расположена. Здесь всего, ну сколько, да? 4 метра? Да, 4 метра. 4 метра. А бывают борти на высоте 15 метров и 19. Вот это вообще аттракцион какой-то цирковой. Не знаю, как там так высоко можно. Развитию бортничества в Башкортостане способствовало то, что здесь сосредоточена треть мировых запасов липы, главного медоноса, и то, что только здесь водятся уникальные дикие бурзянские пчелы, трудолюбивые и морозоустойчивые. Кстати, по одной из версий, название башкирского народа происходит от тюркских слов «баш» – главный и «корт» – пчела, то есть главный по пчелам, хозяин пчел.
Ну что, готово? Готовы? Пробовать пойдем? Пробовать пойдем. Ну, пойдемте. Урожай. На бревнышко присядем где-нибудь. Давай. Отведаем, потом соберемся. Давай. Ой. Так, ну что, давайте ставить. Давай попробуем. Такой мед, конечно, больше нигде не отведаешь, только здесь. Надо непременно в Башкирию приезжать и угощаться. Надо обязательно, чтобы почувствовать вкус этой республики. Вкус, который башкиры, потомки Салавата Юлаева, бережно несут из прошлого в настоящее и будущее. Несут нам, чтобы каждый, приехав в этот край, мог его вкусить, вдохнуть, почувствовать и увезти с собой в своем сердце и в маленькой баночке с горным медом.